В эфире «Юность Севера». Здравствуй, товарищ. Девушка, извините, пожалуйста, молодежная редакция Иркутского радио. Вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Знаете, в последнее время очень много говорят о дефиците свободного времени, о том, что его трудно бывает очень организовать, провести. Вы не могли бы ответить на вопрос, вам хватает свободного времени и довольны ли вы тем, как проводите его, пожалуйста? Да, мне не хватает свободного времени, но провожу я его не ахти. Свободного времени у нас много, но проводить мы его не знаем где. Свободно, у меня нет времени почти. Сейчас занимаюсь я, вот, подготавливаюсь к экзамену. Вот, сейчас. Потом курсовая работа назначить. Пожалуй, удается, но мне не всегда хватает. А у меня почти не бывает свободного времени. Так только суббота, воскресенье. Дома семья после работы. А как вам удается хорошо провести его или нет? Да, Или недовольны? нет, недовольна. Как у молодого супруга, по-видимому, есть свободное время или нет его? Обязательно, а как же? Свободное время есть, да. А довольны вы, как проводите его или нет? Не всегда. Хватает, конечно. А как проводите его? Проводим очень скучно. По-разному проводим. А вам хватает его? Хватает, конечно. Не знаю, когда как. А довольны или нет? Как проводите? По-разному бывает. Иногда довольны, иногда нет. Скучно бывает очень. Нечем заняться. Заняться вам нечем. Ну, конечно, не всегда, да. Нет, не хватает. И что же вы хотели показать этим интервью с улицы? Показать я ничего не хотел. Просто у меня было почему-то впечатление, что в последнее время о проблеме свободного времени больше говорят, чем она того заслуживает. Оказалось, что не совсем так, как я думал. И, пожалуй, прошло то время, когда можно было отмахнуться от нее, сославшись на лодырей, которые сами не знают, чего они хотят, а потому, мол, ничем не занимаются. Все, хотя я, конечно, до конца так и не разобрался, намного сложнее. Уж не собираетесь ли вы дать в этой передаче ответ, чем и как можно увлечься? Отнюдь. Этими вопросами, в общем-то, занимаются даже ученые-социологи, и все равно они не могут дать ответа на этот вопрос. Вероятно, его вообще нету. Вот поэтому, когда я беседовал с сотрудником сектора социологии Института языка, литературы и истории Ульяной Алексеевной Винокуровой, то, в общем-то, не ставил перед ней какие-то глобальные вопросы, а интересовался, что ли, такими более жизненными вопросами. Ульяна Алексеевна, в анкетах, которые мы предложили вам, и вот в других, вообще в прочих исследованиях уже ученых, есть явно такая тенденция обозначилась, что молодые люди в ответ на вопрос, чем бы вы занялись, появись у вас дополнительное свободное время, отвечают встречи с друзьями. Тут ничего странного нет. Молодежь в это время своей профессией владевает, молодежь в это время находит своего спутника жизни, молодежь в это время получает массу новой информации о жизни вообще в целом и вырабатывает свое мировоззрение. Как же не общаясь это можно сделать? То есть непосредственное общение важную роль играет? Очень важную роль играет. Вот непосредственное общение каким образом оно возможно? Оно возможно или в форме разговора, или же в форме, скажем, общения по поводу какого-то общего интереса, общего занятия, какого-то общего увлечения. И вот часто ведь, зачастую, вернее, так получается, что первый случай, когда встреча с друзьями, она бывает сама по себе, в общем-то, люди могут даже не знать, о чем говорить, она является преобладающей в своем числе. Тут тоже опять нельзя, мне кажется, резко делить эту грань. Потому что, допустим, молчание хороших друзей значит больше, чем разговор по интересам. Потому что информационный уровень, можно сказать, общения не имеет такое прямое значение, как его воздействие в эту нравственное, эмоциональное. Психологический такой план. В ответе на вопрос, чем бы вы предпочли заняться в свободное время, проявилась характерная деталь.
Этот вопрос задавался только студентами Якутского университета. Ну, казалось бы, студенты довольно однородная масса людей, и ответы должны быть примерно схожими. А что на деле? Парни на первые 3 места поставили учебу, встречу с друзьями, спорт. Девушки – встречу с друзьями, чтение, развлечения вне дома. Даже внутри одного пола интересы разнятся. Семейные и несемейные парни. Первые поставили во главу своих интересов учебу и самообразование, а несемейные отвели этому занятию только 5-е место, поставив на 1-е встречу с друзьями. Этот пример говорит о том, что нельзя молодежь рассматривать как некий монолит. Собирались наскоро, обнимались ласково, пели в лампуре, пили и курили. День прошел, как не было, не поговорили. Виделись, не виделись, ни за что обиделись, помирились, встретили, шуму натворили. Год прошел, как не было, не поговорили. Так и жили наскоро, и дружили наскоро, не жалея тратили, не скупясь дарили. Жизнь прошла, как не было, не поговорили. Жизнь прошла, как не было, Как вы считаете, что такое вообще свободное время, для чего оно нужно, что оно может дать человеку? Какие качества в человеке могут сделать его увлеченным каким-то делом? Ну, свободное время, я считаю, что, во-первых, для отдыха, а во-вторых, для самообразования. Так, Также, мне кажется, люди должны быть интересными. Вот, во-первых, если нужно о чем-то с человеком поговорить, то уже это... По-моему, нужно, чтобы человек, как-то, по-моему, был притягателен, чтобы, так сказать, он умел заводить людей. Всесторонний кругозор. В каком смысле? Ну, во-первых, может дать... Да, отдых и высокие моральные качества. Да, это для того, чтобы не только стать вообще человеком, не только по специальности, конечно, но и вообще. По-моему, развитие всестороннее только. И, по-моему, отдых и развитие. Да. И отдых. Ну, в принципе, конечно. Люди же увлекаются филателией, нумизматикой там. Вот. От человека зависит. От его интересов, наклонностей. Да, конечно, если у него будет любимое хобби, как вы говорите, то время он всегда найдет. Свободное время для чего нужно? Чтобы полезно его использовать, так что ли? Для себя и... Ну, не только для себя, естественно, для окружающих. Какие качества? Если он умеет, знает, что ему нужно делать, он всегда это сделает. Качества у него сами по себе должны выработаны в этом быть. Во-первых, оно необходимо для чтения книг, журналов.
журналов, газет, для просмотров новых кинофильмов. Вообще для общения друг с другом, ходить друг к другу в гости тоже немаловажно, потому что в последнее время очень редко как-то это бывает. Все дома, телевидение там отнимает много времени. Нет. И оно, конечно, очень необходимо. Потом отдых, самое главное, лыжи. Свободное время, ну, культурно отдохнуть это самое. А от рабочего дня вообще провести так время с пользой дела, в принципе. Ну, это самое. Посмотреть хороший фильм или творчески отдохнуть, короче. Ну, а как это объяснить, не знаю. Кажется, достаточно четко никто не ответил. Ну, в этом, наверное, нет ничего странного, потому что, когда я спрашивал примерно то же самое у людей в более продолжительных беседах, они тоже не могли ответить. Просто об этом они как-то не задумывались. Никто. И все-таки кое-что мне удалось понять. Скажем, то, что интерес может со временем привлекать с другой стороны, не тем, чем привлекал в начале. Вот об этом говорил, в частности, Александр Былов. Александр, скажите, вот увлечение планером моделизмом, что ли, как-то способствовало выбору вашей будущей профессии? Ну, конечно, потому что я с детства хотел стать пилотом, начал заниматься с 5 класса. И вообще, у нас многие ребята, которые со мной занимались, хотели поступить в училище. Да, можно сказать так, что способствовало это увлечение моделизмом, потому что я выбрал эту профессию. Я, как и все ребята, играл в футбол, в хоккей, бегал на лыжах. Вообще, вдвоем пионеров мы занимались в разных кружках, даже в драматическом. Но потом как-то потянул к моделизму. Занятие планером-моделизмом в детстве объяснялось увлеченностью будущей профессии летчика. А сейчас вот чем ты объясняешь? Ну, моделизм прежде всего спорт. А спортом занимаются все. И поэтому уже вошло в привычку, уже тянет как-то заниматься моделизмом. Ну и также важны результаты. И вот занятия с ребятами даже тоже. Хотя они, некоторые думают, вот, что большой дядя занимается моделизмом. Это очень многие сейчас так считают. Но это неправильно. Потому что взрослые всегда занимаются спортом. И вот передавать свои знания младшим, по-моему, это очень важно. Чтобы выросла достойная смена, с кем можно было тренироваться и достигать новых результатов. Что-то очень уж лично звучат мнения Саши о себе. Ну, странно, в этом тоже ничего нет. В конце концов, полезность занятия определяется не тем, какой непосредственный эффект для общества оно может принести. В конце концов, ведь общество немного потеряет, если твое хобби будет приносить пользу только тебе одному. Да и в этом случае ты будешь общественно полезным. Ну, а если ты к тому же будешь еще прививать интерес к этому еще у кого-то, то это просто отлично. Ведь наличие любимого дела – это не самоцель. Оно характеризует и значимость человека, характеризует его как личность. Не случайно на это тоже обращали внимание девушки и парни в интервью с улиц Якутска. Если продолжить затронутую тему о полезности твоего увлечения, то можно послушать мнение еще одного увлекающегося человека – Валерия Васильева. Он с 1975 года занимается чеканкой. Все-таки чеканка – это не такой вид, любительское дело, что вот пришел, где-то так потихонечку сел там, например, и начал рисовать. Что-то правильно, там в газете, допустим, я колочил у себя эту чеканку. Не по всему суду, а соседи, вот у меня механик, допустим, сосед был, старпом сосед, они слышали эти шумы. Но они, наоборот, сами интересовались этим делом и никогда мне не мешали вот делать это. Наоборот, даже получалось как. Если я начал стучать, то вот у нас радистка была там на теплоходе. Я еще ничего не говорю, что начал делать чеканку, только начинаю стучать, она уже прибегает ко мне. Что, новую чеканку, говоришь, делаешь? Ну-ка покажи. На таком духе. Так что мне никто не мешал. Ну а дома-то тем более тут соседи тут не слышат, стены толстые, а
Жена, конечно, не запрещает делать этих вещей. Вы, значит, спрашиваете, что заставляет человека заниматься тем или иным, так сказать, занятием, увлекаться. Ну, это, по-моему, это только от характера человека зависит. А что имеете в виду под характером? Ну, в общем-то так, пассивность и активность, если даже можно так называть. Потому что люди же разные есть. Один человек вот, любит за все хвататься, а другой человек, ему это и вообще не нужно. Вот, не заставишь его ничего делать. Хотя, допустим, такой человек, он на работе отлично работает, свое дело знает. Вот. А вот свободное именно личное время свое, вот. Ну, и то, знаете, у него есть свои интересы. Он, допустим, любит книгу почитать интересную. Это тоже занятие. Занятие, конечно. Вот. Мне только кажется одно, что если человек чем-то занимается еще, он просто интереснее становится. Ну, вот и все. Интереснее становится человек, и все. И для окружающих. Ну и, соответственно, для себя, для своей семьи. Ведь, как правило, если вот, семья, муж чем-то занимается, или жена чем-то занимается, кроме своей работы, это же вносит свой определенный, так сказать, вклад в семейную жизнь-то. Становится интереснее. Тут же ребенок растет. Он же тоже к чему-то приучается, этот ребенок. Соответственно, кругозор что-то там маленько расширяется. Вот. И тот же самый ребенок будет видеть мать и отца только спящими или занимающимися своими сугубо семейными делами. Там, мытье посуды, там, стирка, да, бытом. Или этот же самый ребенок будет видеть, что мать или отец там занимается каким-то делом. Что-то, или искусством, или... Ну, мало ли что, хотя пением, танцами, там, рисованием, там, ну, чем угодно. Много чему можно научиться. Вот это же польза тоже приносит свою. Тут всякие эти увлечения, ну, любые, я не говорю о себе, а любые буквально разные увлечения. Тем, что, ну, знаете, много вот и говорят об этом, и пишут, и показывают. И часто это в основном все сводится к молодежи, что занимается там не тем, чем нужно, начинает там гулять, бродить. Это все неприятно же и для родителей. Ну и главное, что вообще человек... Пользы никакого обществу не приносит. Да, и злость, и моральный облик теряет, в общем-то. Все это с детства постепенно откладывается. Если вот он не приучен ни к чему, у него нет никаких интересов у человека. Вот. Ну, я не говорю, что обязательно любой человек, значит, становится там, таким сказать, гулящим там и... Социально опасным, да, морально неустойчивым. Конечно, есть люди, которые нормально так живут, ничем не занимаются, живут прекрасно. В общем-то. Да, ну просто такой человек пассивный сам по себе. А вообще лучше, конечно, если человек чем-то занимается. Впервые прозвучала в программе «Юности Севера» более 1,5 лет назад. Тогда мы рассказывали вам о молодом клубе любителей паруса. Все тогда началось с немногого. Делали сами водные лыжи и катались, получая синяки и ссадины. Потом ребята создали клуб. А теперь любители этого прекрасного вида спорта мечтают о большем, о клубе для всего города. В последнюю встречу с Александром Петуховым, а именно он был одним из зачинателей этого, теперь можно сказать, движения, я все пытался понять, а зачем это нужно? Ну, появится клуб, будет там 50 парусников, так ведь на них на всех все равно не покатаешься. Ну, а напрямик об этом все-таки спросить не решался. Но ответ я на свой вопрос услышал. Александр, знаете, вот чисто внешнее впечатление, вот со стороны вот водные лыжи кажутся более привлекательными. Ну, вот человек катится очень стремительно, даже не зависит ни от волны, ни от ветра. И очень так на поворотах все это красиво получается. Но вы выбрали именно парус. Почему именно парус, почему не лыжи? Во-первых, тут что ли на любителя, так сказать, все виды спорта. Один занимается водными лыжами, другой мотоцикл, третий вообще летает там на самолетах. Вот такое, что ли. Ну, а потом, что ли, парус в наш век, в технический век, парус, что дает какое-то ощущение, ну, наибольшее, что ли, ощущение связанности с природой, со стихией.
Именно поэтому мы, наверное, выбрали парус, что здесь борьба с природой, со стихией 1 на 1. Вот, видимо, где-то так. Нам не хочется думать, что сегодня мы закончили разговор о свободном времени. Потому что тема эта неисчерпаемая, и вы, наверное, захотите продолжить ее. До новых встреч! Смотрит ли Бог на рассвет голубой, плещет ли дождик по луже и бой? Это не важно, не так это важно. Важно, что кто-то был рядом с тобой. Это не важно, не так это важно. Важно, что кто-то был рядом с тобой. В добром, но сложном ты мире живешь, и для тебя он не будет хорош. Светлым не станет и добрым не станет, если ты друга себе не найдешь. Лишь одиноким не мил белый свет, в этом и горя, и счастье секрет. Мимо проходит, удача проходит, и одному не догнать ее нет. Мимо проходит, удача проходит, и одному не догнать ее нет. Солнечным утром и дождик и снег нужен хотя бы